Польша с 22 года – это лучший друг Украины, самый лучший их союзник. Польша с первых дней войны отдавала все, что у них было в плане вооружения Украине. Польша приняла и приютила миллионы украинских беженцев. Украинская речь здесь повсюду. Многие надписи на вывесках, на зданиях переведены на украинский язык. Ближе союзника, чем Польша, и лучшего друга, чем Польша, у Украины нет. Что делает руководство Украины в благодарность за все за это? Они целенаправленно откапывают это пропитанное кровью говно заскорузлое. ОУН-УПА, Бандера, Мельник, Коновалец. Канонизируют их, делают из них национальных героев. Это, оказывается, освободительное движение Украины было, понимаете? Горстка галичанских фашистов, откровенных выродков, которые вырезали на Волыни, по разным данным, около 60 тысяч поляков в 1943 году. Женщин, детей, стариков. Вот они берут всю эту мразоту откровенную и делают из них героев. Причем поляки очень мягко и сдержанно им намекают: ребята, может быть, не стоит делать этого хотя бы во время войны и не с такой помпой. Но мудрое украинское руководство намеренно плюет им в рожу. Я был небольшого мнения изначально о Зеленском и всей его пиздобратии, но такого уровня быдлячества, такого уровня тупизны, такого уровня вредительства я не ожидал. Они просто переплюнули сами себя. Очень хочется надеяться, что эти имбецилы не представляют весь украинский народ, что это какая-то короста просто, которая на них наросла. И самое главное, зачем они берут горстку галичанских фашистов, которые никогда на территории тогдашней Украины и не жили, и пытаются нахлобучить это на всю Украину. Блять, у вас там что, настоящих героев нету? Вам мало настоящих героев, которые сейчас воюют за эту страну, погибают, оставляют там свое здоровье? Нахуя вы это достаете? Блять, мне иногда кажется, что вся эта тема вокруг Бендеры и всех этих товарищей – это спецоперация ФСБ, чтобы Украина окончательно деградировала и развалилась от внутреннего напряжения.